До 60 лет этот человек не касался лбом земли, никогда не делал земного поклона. Он родился в мусульманской семье, в мусульманской стране, но до 60 лет никогда не падал ниц пред Аллахом, субхану ва тааля, ни разу. У него было 2 сына, и Аллах направил их, когда им было около 20. Они начали практиковать ислам и молиться. Они пытались призвать отца, объясняли ему снова и снова, но он никогда не отвечал своим детям. Он всегда думал: «Это мои дети, и я знаю больше, чем они». Он никогда не пытался усмирить свою гордыню, чтобы прислушаться к сыновьям. Однажды он увидел, что его старший сын отрастил бороду. После того, как сын в очередной раз попытался призвать отца к истине, тот ответил: «Почему бы тебе не побриться, не убрать бороду?» Сын был шокирован словами отца и, находясь в состоянии потрясения, крикнул: «Боюсь, ты попадешь в огонь! Я боюсь, что ты попадешь в ад!» Он обиделся. Иногда наши личные чувства мешают нам призывать людей к истине. Но, субханаллах, в этом случае это принесло свои положительные результаты. Те слова встряхнули отца. Он, наконец, задумался. И несколько месяцев спустя отец тайком приходит в мечеть и читает первый в своей жизни намаз. В мечети, где его сын стоит имамом перед джамаатом. Поначалу сын не знал об этом, но другие люди сказали ему. И, понимая, как трудно отцу побороть свою гордыню, сын никогда не разговаривал с ним об этом. Он сказал: «Кажется, отец нашел свой путь, пусть идет по нему, сам». Это то, что он сделал. Раньше этот человек выкуривал по 80 сигарет в день. Но однажды он решил: «Я хочу бросить курить». И это произошло после лекций и проповедей, проводимых его собственным сыном. Вначале отец прятался за одной из колонн в мечети и слушал, как говорит его сын, слушал, как его сын проповедует, и он был впечатлен. Его разум перевернулся, его взгляды на жизнь начали меняться. Он осознал. Раньше он думал, что жил, и жил хорошо, но теперь он понял, что вот она, настоящая жизнь в мечети. Настоящая жизнь — это когда ты связан с Аллахом, субхану ва тааля. Вот когда ты начинаешь чувствовать вкус жизни и сладость имана. Он втайне начал слушать проповеди своего сына, и даже покупать его записи и слушать их дома. И однажды... Вы знаете, есть люди, которые не могут избавиться от какой-либо зависимости. Они привязались к этому, сигаретам, алкоголю или чему-либо другому. Порой грехи могут быть очень затягивающими. Когда, например, невозможно отвести взгляд от непристойности в интернете или в телевизоре. Это все формы зависимости, и люди не могут с ними справиться. Иногда это хуже, чем курение. И этот отец решил бросить курить. В один день бросил курить. Он не сокращал количество сигарет в день. Он просто решил и бросил. Он сказал: «Хватит, значит, хватит. Я больше не буду этого делать». И он бросил курить. 80 сигарет в день сократил до 0. Итак, это вопрос решимости, это вопрос обязательства. И ты можешь получить это, как только у тебя появится связь с Аллахом, субхану ва тааля. Я знаю того отца. Ему сейчас 73 года. 73. А курить он бросил, когда ему было 68 лет. 68. И сегодня, среди всех ученых людей, которых я знаю, а я знаком с очень многими, он один из самых выдающихся. В 68 лет его жизнь резко изменила курс. Он прочел тафсир Ибн Каthира более 15 раз. Он читал тафсир Ибн Джарира ат-Табари в 20 с лишним томах более 10 раз. Он неоднократно прочел историю Ибн Джарира ат-Табари. Он читал Сахих шейха Альбани, в котором более 30 томов. Он прочел все это. И когда ты сидишь рядом с ним, разговаривает он только о знаниях, глубоких знаниях.
Иногда наша молодежь сетует. Получать знания тяжело, трудно. Но как насчет этого человека? Сколько памяти у него осталось в 68 лет? А сейчас он один из сильнейших по знаниям студентов в своей стране. И когда вы с ним рядом, машаллах, он всегда что-то изучает.